В эфире «Актуальное интервью». Меньше месяца осталось до начала первых международных интеллектуальных игр. В Якутск съедутся одаренные дети из более чем 2 десятков стран мира и регионов нашей страны. Пройдут игры с 8 по 15 июля. В рамках игр состоятся олимпиады по IT-технологиям, физико-математическому, естественно-научному, гуманитарному направлениям. Будет также организован хакатон и пройдут различные выставки. Для гостей организована еще и обширная культурная программа, что само собой, конечно, разумеется. Одним из наиболее интересных событий игр обещает стать международная научная конференция школьников. Чему она будет посвящена и с какими целями она проводится, мы поговорим об этом с одним из ее организаторов, заместителем председателя Ассоциации молодых экономистов Якутии Татьяной Тарасовой. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Собственно, вы являетесь соорганизатором школьной конференции. И почему вы взялись за это дело, и почему именно ассоциация ваша взялась? Данную конференцию мы организуем с Высшей школой инновационного менеджмента. И мы глубоко убеждены, что только через развитие человеческого капитала мы придем к развитию нашей республики. И миссия нашей общественной организации заключается в содействии и формировании нового поколения, который будет способен решать социально-экономические задачи нашей республики. Как общественная организация мы работаем со школьниками, студентами, молодыми специалистами. Создались уже 3 года назад и провели уже несколько мероприятий. Основным нашим проектом является молодежный экономический форум. Основным таким сквозным направлением нашего форума является постоянный поиск и стратегирование будущего нашей республики. Следующая причина, по которой мы согласились взяться за этот проект: в прошлом году мы познакомились с такой технологией, как форсайт, который позволяет увидеть образ будущего и договориться о совместных действиях. И на данной конференции мы хотим, чтобы школьники тоже спрогнозировали, увидели свое будущее и какое будущее они видят для себя, чтобы они поговорили и договорились. Ну а какой теме будет посвящена эта конференция? Сегодня весь мир стоит на пороге новой промышленной революции, так называемой индустрии 4.0. Известные эксперты отмечают 3 коридора перехода к этой новой промышленной революции. Это все в цифре, глобальная цифровизация. Второе – это использование совершенно новых материалов, это наноматериалы. Третье – это умные системы. И тему международной школьной конференции мы посвятили сквозной технологии новой экономики цифровой. Это искусственный интеллект. Сегодня мало найдется отраслей, областей, в которые бы не проникали умные системы, что касается образования, здравоохранения, предоставления электронных услуг, даже в борьбе с преступностью и так далее. Существует несколько полярных мнений по поводу внедрения искусственного интеллекта. Наверняка все знают известного изобретателя Илона Маска, руководителя и основателя компании Tesla, SpaceX. Он придерживается такого мнения, что любой диктатор, будучи человеком, он смертен. А искусственный интеллект, как машина, она будет жить вечно, поэтому ее стоит остерегаться. А второе мнение, известный американский философ, футуролог, говорит, что когда искусственный интеллект войдет все больше в нашу жизнь, то люди уйдут в те позиции, когда будут требоваться воображение и интеллект, потому что роботы, машины этого лишены. И кто-то будет все равно управлять этими машинами, поэтому человек всегда будет конкурентоспособным. И мы задались вопросом: искусственный интеллект все-таки это вызов или возможность? И почему мы хотим этот вопрос обсудить на международной школьной конференции? Потому что если мы сейчас конкурируем друг с другом, с людьми, то нынешние школьники, они уже будут конкурировать с роботами, с машинами. И мы хотим, чтобы они на данной площадке поговорили, узнали и выработали какие-то свои взгляды. К слову, об искусственном интеллекте в последнее время появляется множество произведений культуры, фильмов, книг, статей есть на эту тему. А формат будет, я так понимаю, форсайт. Нет, формат не форсайт. Не форсайт, формат мы разрабатываем совершенно другой, с применением технологий и графикации.
Сначала по проходу будет полное погружение в тему, то есть школьники узнают, что такое искусственный интеллект от ведущих ученых-экспертов. Далее, так как участники будут из разных стран, они будут обмениваться опытом, потому что в других передовых странах внедрение искусственного интеллекта уже в обычной жизни, а к нам это только приходит. Далее, по направлениям искусственного интеллекта, вот как я ранее озвучила, образование, медицина, электронное правительство, глобальные транспортные системы, умные города, вот по этим направлениям они будут обсуждать за и против искусственного интеллекта, внедрения искусственного интеллекта. Далее они выработают свои предложения. Ну, я так понимаю, или могу ошибаться, конечно, что вопросы будут посвящены только вот внедрению искусственного интеллекта, индустриализации, или еще какие-то будут обсуждаться? Ну, конференция посвящена искусственному интеллекту и поиску ответа на вопрос, это вызов или возможность. Хорошо. А говоря про экспертов, вот еще пока неизвестно, кто будет конкретно, но кого бы хотели вы видеть в качестве экспертов, как соорганизатор на площадке этой международной конференции? Может быть, как конкретных каких-то людей? Ну, передовыми странами по внедрению искусственного интеллекта, вообще по цифровизации на сегодняшний день являются Сингапур, Гонконг, Япония, Великобритания, Израиль. Вот хотелось бы, чтобы эксперты как раз из этих стран тоже приняли участие на нашей площадке. Ну, что касается участников, сколько всего их будет и какие страны представят? Конференция рассчитана на 140 участников. Рабочий язык английский. Это участники из разных стран, участники международных интеллектуальных игр, из различных субъектов нашей России и, конечно же, из нашей республики. И это все будут также вот участники самих международных интеллектуальных игр, или это будет отдельная какая-то группа людей? Нет, это из числа участников самих игр. Ну вот мы уже говорили, да, что это какой-то взгляд в будущее, ответ на вопрос, да, предстоит дать участникам конференции. Каких, помимо этого, результатов вы ожидаете от предстоящего события? Ну, по результатам конференции каждый школьник, каждый участник увидит образ будущего. Он сможет выстроить свою личную траекторию развития, профессионально самоопределиться и понять, какие компетенции, навыки помогут ему быть успешным в цифровом мире. Также со стороны организаторов мы имеем такой исследовательский такой интерес, потому что цифровая экономика только переходит, мы только переходим к этой новой экономике. В республике Саха-Якутия также цифровая экономика определена приоритетом развития, поэтому мы хотим посмотреть мнение школьников, вот какое будущее они для себя видят и к какому будущему мы должны стремиться. Потому что все-таки, когда мы говорим, сегодня нам нужны рабочие места, сегодня нам нужны отчисления в налоги, сегодня нам нужно, ну, условно, строительство какого-то завода, но который будет как-то ухудшать экологию. Если мы подумаем о времени относительно будущего, что это будет время, где будут жить наши дети, наверняка мы задумаемся о целесообразности строительства, ну, данного в кавычках завода. Ну, вот в какой-то степени на площадке в конференции, так и самих международных игр и интеллектуальных игр соберется такая будущая интеллектуальная элита, и как стран, так и регионов России. А что касается конференции, будет ли она вот в дальнейшем, вы планируете, может быть, как-то проводить на регулярной основе? Конечно, хотелось бы, потому что стратегирование, строительство образа будущего – это постоянный процесс. То есть невозможно определить будущее, вот оно будет таким, и к нему идти, поставить цель. Оно постоянно видоизменяется. Сегодня наверняка многие как-то интуитивно замечают, что мир очень быстро меняется. И точно спрогнозировать, какой будет мир через 10-20 лет, с учетом таких технологических революций, это очень совершенно трудно. Да, очень трудно. Поэтому все-таки построение образа будущего – это постоянный процесс. И хотелось бы, конечно, данную площадку на регулярной основе. То есть лейтмотив этих конференций, если они будут регулярными, он будет, я так понимаю, один и тот же, то есть увидеть этот образ будущего и понять, как там двигаться дальше. Но обсуждать это все будут, естественно, школьники. Да.
Мгм. Ну вот вернемся к началу, поговорим немного о вашей ассоциации. 3 года, вы, как вы сказали, уже существуете. Поговорили немного о ярких уже моментах за это время. В целом, какой-то итог вот за 3 года можете подвести работы именно вашей ассоциации? Ну, как я ранее озвучила, основным нашим проектом является молодежный экономический форум. Это интеллектуальная площадка, которая объединяет молодых специалистов, студентов, молодых ученых для обсуждения социально-экономических вопросов республики. К данной площадке мы готовимся не за месяц. Тему мы определяем в начале года и целый год к нему готовимся, проводя какие-то научно-исследовательские мероприятия, какие-то круглые столы, обсуждения. И конечным итогом выступает вот молодежный экономический форум, так сказать, где собираются мнения, предложения. И в 2015 году мы провели форум, посвященный стратегии социально-экономического развития нашей республики. Собрали мнение молодежи, как они видят образ будущего республики, и сформулировали свою молодежную стратегию Якутии. Вот говоря про это, вот есть какие-то вот уже практические примеры внедрения вот результатов от проведения вот этих конференций, скажем так, уже в жизнь их как-то превращают? Вот, или нет? как раз-таки в рамках форума «Молодежная стратегия Якутии» вот их проекты, можно сказать, сегодня уже внедряются в жизнь. Во-первых, это проект «Новое поколение», Ассоциация молодых исследователей, это тоже общественная организация, она занимается со школьниками, проводит с ними совместные научные исследования. Также на базе Высшей школы инновационного менеджмента в этом году открылся Международный центр сертификации бухгалтеров и финансистов SCCA. Тоже проект, который был рожден на площадках молодежной стратегии Якутии. Слушай, у нас остается чуть меньше минуты. Впереди, как мы уже сказали, да, научная конференция. Какие-то вот еще ближайшие, самые в 2 словах, планы по работе вашей ассоциации на вот остаток этого года? На остаток этого года основное направление вообще нашей работы – это стратегирование. И сейчас мы уже хотим внедрить проект по разработке модели стратегического планирования. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Я желаю вам удачи, желаю успешно провести международную научную Спасибо. конференцию. Я напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.